В Якутии завершилась телетрансляция заседания правительства. Напомним, это уже вторая трансляция. Первая состоялась на прошлой неделе. Зрители посмотрели обсуждение двух вопросов повестки. Первый – прогноз социально-экономического развития республики до 2019 года. Во время доклада министр экономики Якутии Валерий Максимов отметил, что ожидается рост общего уровня безработицы. Кроме этого, основные показатели скорректированы с учетом нынешних экономических реалий. Так, курс доллара установлен на уровне 57 рублей. Что касается инвестиционных проектов на территории Якутии, то их реализация продолжится. Согласно прогнозу, в этом году ожидается повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с прожиточным минимумом. Ситуация в экономике республики отражает общие тенденции, при этом рост экономики республики продолжится, но сложится ниже, чем прогнозировалось ранее. Так, ожидается замедление прироста валового регионального продукта по итогам 2015 года до 2,3%. Индекс промышленного производства составит 3,9%. В связи с уточнением хозяйствующими субъектами производственных планов объемы добычи и производства на 2015 год ожидаются с некоторым снижением крайне планируемым, в частности, угледобывающими, алмазогранильными и ювелирными предприятиями. Кроме этого, Кабинет министров внес изменения в госбюджет республики на ближайшие 3 года. Все это время, с 2015 по 2017, уровень доходов будет варьироваться в районе 140 миллиардов рублей. Порядка 90% средств направят на реализацию нескольких десятков государственных программ. Все 3 года будет дефицит бюджета, который ежегодно должен снижаться. Отметим, что согласно последним изменениям, правительству Якутии удалось сократить дефицит этого года почти на 3 миллиарда рублей. Теперь вместо 11 он составляет 8 миллиардов. Добиться этого удалось за счет снижения расходов. В целом на реализацию плана устойчивого развития предлагается направить 3 миллиарда 245 миллионов рублей, в том числе на поддержку малого и среднего предпринимательства в части предоставления инвестиционных займов до 5 миллионов рублей, субсидирование части затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, расширение перечня видов получателей поддержки, а также адресного субсидирования затрат на электрическую и тепловую энергию, потребляемую субъектами малой и средней предпринимательства в арктических и северных